Какие навыки можно превратить в личный бизнес с минимальными вложениями? Сложно ли стать социальным предпринимателем и как заработать первые деньги на фрилансе? Обо всем этом и даже больше в центре «Мой бизнес» рассказали воспитанникам столичного кванториума. Кто из юных дарований может стать настоящим бизнесменом, расскажет Евгений Стокас. Как найти первого клиента, если ты фрилансер? Какие сферы бизнеса в интернете сейчас в тренде и дают самый большой чек? Какие площадки есть для тех, кто только начинает свое первое дело? Старшеклассники из кванториума, многим из которых скоро предстоит оканчивать школу, слушают от экспертов и действующих предпринимателей, как поставить свои работы на коммерческие рельсы или освоить совсем новые сферы. Ребята заканчивают год, все они подготовили какие-то проекты у себя в кванториуме. Это часто технические вещи, это интересные разработки, есть даже социальные вещи. И мы в рамках работы с детьми понимаем, что продолжать линию вот этой вот мозговой деятельности ребят нужно в предпринимательскую сторону. Двое из сегодняшних юных гостей уже подали заявки на патенты на свои работы. И им важно понять, что своим умом можно не только развивать научную мысль, но и заработать на жизнь. Впрочем, это не обязательно должна быть крупная разработка или открытие. Прокормиться можно и любимым делом или фрилансом. Чтобы понять предпринимательский потенциал ребят, их даже тестируют. Как и в жизни, тех, у кого коммерческая жилка выражена явно, меньшинство. У меня середина, 50 на 50. Ну, если постараться, может быть, и получится предприниматель, но я пока не уверена. Думала, что могло быть лучше, но я могу найти себя в чем-то другом, в том же искусстве, в музыке. Не обязательно быть именно предпринимателем там, в плане какого-то бизнеса. При этом не стоит думать, что эти дети про бизнес уж совсем ничего не знают. Наоборот, и взрослые бы могли у них чему-то научиться. Сейчас я занимаюсь бизнесом украшений. Я создаю украшения из эпоксидной смолы и продаю их в Инстаграме. Как идет? Сколько зарабатываете? Достаточно много для моего возраста. Так что учеба деньгам не мешает. Центр «Мой бизнес» проводит для ребят экскурсию. Специалисты рассказывают о предпринимателях из истории республики, знакомят их с недавно открытым коворкингом. Напоминают, если они выберут эту непростую стезю – бизнес, здесь им будут рады. Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, Юрген Сыктывкар.